Сәлем достар, қалайсыздар? Кинокүлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа, и перед вами я, Юлия from Казахстан, и сегодня мы с вами научимся читать следующее выражение, словосочетание. В общем, представьте, вы куда-то зашли, и это есть практически везде. Хабарландыру тахтасы, да? Давайте скорее научимся это читать. И, как и в предыдущих моих видиках, надеюсь, вы их уже видели, и для вас уже легко читать по-казахски. Ну а если вдруг нет, то смотрите эти видики, у меня их очень много, и вы с точностью до 100% научитесь читать по-казахски. Итак, давайте с вами научимся читать вот эти вот большущие словища. И, как и обычно, разделили каждое слово по слогам и прочитали, потому что буквы для вас знакомые. Хабар, хабарлан, хабарланды. Букву «ы» мы с вами видим, и здесь есть нюанс. Она читается немножко по-другому, в отличие от русской версии. То есть это тоже та же самая буква «ы», но очень короткая. У. То есть мы только начали ее произносить и тут же закончили. Вот и вся магия. Хабар, хабарлан. Прочитали. Дру. Не дыру, а дру. Как будто бы она есть, но как будто бы ее нет. Хабарлан дру. Хабарлан дру. Хабарлан дру. И дальше слово так, та, с. Так, та, с. Снова на конце видим букву «ы» и понимаем, что ее нужно произнести очень и очень коротко. Ну а как научиться читать букву «к» с хвостиком снизу? Для этого нужно отхаркнуться через букву «к» обыкновенную. Вот я думала, я единственная одна такая объясняю, как читать такие буквы. Но начав изучать голландский язык, да, там есть буква «хей». Вот, ее объясняют точно так же. То есть нужно отхаркнуться, чтобы ее прочитать. Ай! Вот так вот, как-то вот не очень красиво, но очень качественно и действенно. В общем, надеюсь, у вас все получилось, и вы смогли прочитать это длиннющее выражение. Оно оказалось для вас очень и очень простым и легким. И увидимся в следующий раз. С вами была Юлия from Казахстан.